Итак, третий источник науки основ фикха у нас идет аль-иджма. Что такое аль-иджма? Смотрим на ссылку. Аль-иджма هو الاتفاق مجتهدي الأمة على أمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Иджма – это единодушное мнение ученых этой уммы на какое-либо шариатское постановление после смерти пророка саллаллаху алейхи вассалям. Единодушное мнение ученых этой уммы. Это указывает на то, что единодушное мнение не ученых, которые не являются муджтахидами, не является иджма. То есть мы когда можем назвать то или иное слово иджма, то или иное мнение иджма, если это исходит от ученых этой уммы. Поэтому не ученые не могут создавать себе иджма. И также то, что это происходит после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тоже указывает на то, что во время пророка не было иджма. Во время пророка называется ахду ат-ташри', то есть время, когда образовался сам шариат. И люди не нуждались в иджма. Люди нуждались на что скажет Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, когда спрашивали пророка о каком-либо вопросе, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, либо отвечал это, если знал об этом ответе, на этот вопрос ответ, если он знал, то он отвечал. Либо он дождался откровения от Аллаха, ответа он дождался от Аллаха. И самым приемлемым иджма, то есть единодушным мнением, это единодушное мнение сподвижников. Так как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, похвалил свое время, и время сподвижников, и время табьина. И самый приемлемый иджма, единодушное мнение, это единодушное мнение сподвижников и тех, кто после них, это то есть табиины. И прежде чем разобрать части иджма, мы должны знать, на какой довод указывает на приемлемость самого иджма. А это слова Аллаха в суре Ниса, 115 аят, где Аллах сказал: وَمَا يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. И те, кто противостоят посланнику, после того, как для них стал ясен прямой путь и будут следовать не путем верующих, то мы повернем его туда, куда он повернулся, и сожжем в гиене, как же скверно это место прибытия. И указ, слова Аллаха, то есть они последуют не путем верующих, указывает на то, что иджма является доводом. То, что следовать за верующими является, баракаллаху фикум, следовать за иджма, то есть за единогласным мнением ученых. А самый приемлемый иджма – это иджма сподвижников, как мы уже сказали. И также слова Аллаха: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Если они уверуют подобно тому, как вы уверовали, то есть обращение идет к сподвижникам, если они уверуют подобно тому, как вы уверовали, то они последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то окажутся в разладе с истиной. То есть, если они отвернутся, то они окажутся в разладе, то есть в противоречии с истиной. Получается, что те, кто противоречит единогласному мнению ученых, то это, баракаллаху фикум, является противоречие с истиной и заблуждением, так как иджма является доводом, и на это указывает прямые слова Аллаха и также прямые слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как он сказал: «Ля тачтами'у уммати аля далаля». Моя община не сходится в заблуждении. Моя община не сходится в заблуждении. Этот хадис является достоверным. Итак, аль-иджма делится на два вида: иджма аль-каули и иджма ас-сукути. Иджма аль-каули, то есть словесный иджма, когда подтверждается словами. Например, когда сподвижники сошлись во мнении о том, что Абу Бакр является самым лучшим сподвижником. Это пришло от ибн Умара, радийаллаху анху, в достоверном сборнике Сахих аль-Бухари, где он говорит, что мы говорили, что лучшим человеком этой уммы является Абу Бакр, затем Умар. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, слышал это и не порицал. И даже после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они сошлись на этом, то, что Абу Бакр является самым лучшим человеком и достойным для халифата, и его выбрали как халифа. Получается, что это является аль-иджма аль-каули, то есть подтвержденный иджма словами. И также подтвержденный иджма словами — это когда выбирали Усмана, радийаллаху анху, как халифа после смерти Умара. После того, как погиб Умар, выбрали Усмана, и было единогласное мнение ученых, то есть среди сподвижников, выбрать Усмана как халифа, радийаллаху анху, как третьего халифа в исламе. Это является, баракаллаху фикум, иджма аль-каули.
То есть подтвердили это словами. И есть также баракаллаху фикум иджма ас-сукути, то есть единодушное мнение молчанием. То есть какой-нибудь сподвижник делает какое-либо действие, и это подтверждается другими сподвижниками молчанием. И молчание – знак согласия. То есть молчание указывает на согласие. Как это было во время баракаллаху фикум Усмана радийаллаху анху, когда он сделал второй азан. И естественно второй азан является сунной, так как это следствие того, что сделал праведный халиф. Пророк сам говорит: следуйте за моей сунной и сунной праведных халифов. А Усман был праведным халифом. Когда он сделал второй азан, никто из подвижников не стал его порицать. И это было баракаллаху фикум иджма ас-сукути, то есть подтвержденное единодушное мнение молчанием. Единодушное мнение молчанием. А что касается асара, то, что приводят от Ибн Умара, то, что он сказал, второй азан является бид'атом, то это недостоверный асар. Никто из подвижников не стал порицать Усмана за это. Баракаллаху фикум. Поэтому получается это единогласное мнение молчанием. Но также нужно учитывать то, что один азан это лучше и ближе к сунне. Но второй азан во время джума не является нововведением, но наоборот. Это подтверждается единогласным мнением сподвижников. И также, на что это указывает, то есть можно покрепить эти слова тем, что Али радийаллаху анху не назвал бид'атом бить плетью, например, того, кто выпил спиртные напитки. В сунне, как известно, подтверждается бить плетью того, кто совершил это преступление, как выпил, например, спиртные напитки, то его должны бить плетью 40 раз. И во время Абу Бакра было то же самое, во время Умара было то же самое, пока он не добавил еще 40. Как на это указал Абдурахман ибн Ауф, и Умар радийаллаху анху подтвердил, чтобы самое меньшее, то есть наказание для того, кто выпил спиртные напитки, было 80 плетей. Затем Али радийаллаху анху говорил, что это тоже сунна, то есть 80 раз бить плетью тоже является сунной, но это любимее для меня, чем 80, то есть указывая на 40. То, что бить 40 раз является сунной, и это ближе, баракаллаху фикум, чем 80 раз. То есть получается, что Али радийаллаху анху не называл бить 80 раз плетью преступника бид'атом, но наоборот назвал ее сунной. И то же самое азан Усмана радийаллаху анху является сунной, подтверждением сподвижникам их молчанием. Итак, четвертый баракаллаху фикум четвертый источник науки и основы фикха — это аль-кияс. Четвертый источник науки основы фикха у нас идет аль-кияс, сравнение. И здесь подразумевается, конечно же, правильный кияс, который использовал сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и также использовали его сподвижники. Правильный кияс, ссылаясь на Коран и Сунну. Что такое аль-кияс? Определение: хуа аль-джам'у байна аль-мутамаthилят ва тафрик байна аль-мухталифат. Кияс – это соединение между схожими вопросами и различия между разными. И эта наука является, баракаллаху фикум, наука кияса, то есть правильного кияса, является великой наукой, как об этом сказал имам Ибн Кайим, рахимахуллах. И в конце урока я, иншаллах, прочитаю вам его слова относительно науки кияса. Так как, изучая кияс, человек появляется, баракаллаху фикум, призма, то есть такая призма, через которую он смотрит на вопросы и по-иному, и отдает каждому вопросу свое, все по праву. То есть это и есть баракаллаху фикум аль-адль, справедливость. Человек должен все делать справедливо, измеряя все по меркам шариата. И кияс помогает человеку, мусульманину, баракаллаху фикум, достичь этого качества. Это великое качество, как справедливость. Так как справедливость – это ставить все на свои места. А зуль, несправедливость, это когда человек ставит все не на свои места. Поэтому человек, изучая кияс, различает между различными вопросами и также не соединяет между баракаллаху фикум не схожими вопросами. Если он видит, что эти вопросы не сходятся друг к другу, баракаллаху фикум, то он не дает идентичный хукм, не дает им одинаковый хукм, и также не различает между двумя вопросами, которые являются схожими. И изучая тонкости кияса, человек приобретает это великое качество. Баракаллаху фикум. Но
Итак, делится кияс на два вида. Делится кияс на два вида. Кияс ат-тард. У нас есть кияс ат-тард. Приблизительный перевод. Кияс ат-тард это прямой кияс. Прямой кияс. Хуа исбату аль-хукми фи аль-фар'и ли thubути иллати аль-асл фихи. Что означает, баракаллаху фикум, подтверждать частичному вопросу тот же хукм, что есть в основе. Из-за его сходства, то есть частичного вопроса с причиной, которая есть в основе. Еще раз, кияс ат-тард это подтверждать частичному вопросу тот же хукм, что есть в основе. Из-за его сходства с причиной, которая есть в основе. Более ясным станет это определение, когда мы будем разбирать столпы кияса. У кияса 4 столпа. Это аль-асл, основа. Второй у нас идет аль-фар, частичный или второстепенный вопрос. Потом у нас идет аль-илля, причина и аль-хукм. И постановление. Какой у него хукм? Харам, халяль и тому подобное. Ставим под аль-асл, под основой мы ставим, например, такой спиртной напиток, как вино, аль-хамр. У нас известно, что прямой запрет идет на вино, а это тахрим, запрет. В Коране у нас запрещено, и прямой запрет идет на вино. Но у нас есть второстепенный или частичный вопрос, это как набид, напиток набид. Мы не знаем, какой у него хукм. Мы смотрим на причину. То есть причиной запрета вина это аль-искар, то есть опьянение. По причине опьянения он стал запретным. Смотрим на частичный вопрос. Имеет ли он такую же причину, что имеет наша основа? Да, то есть набиз имеет такую же причину, как основа, то есть она опьяняет. Если же она опьяняет, то пророк саллаллаху сказал «Куллю мускирин харам», то есть делая кияс. Когда Абу Муса Аш'ари, пророк саллаллаху отправил его в Йемен и спросил о напитках, которые употребляют йеменцы. И он сказал «Аль-бит'у валь-мизру». Это были два напитка опьяняющих, которые они использовали. На что пророк саллаллаху сказал «Куллю мускирин харам». Любой опьяняющий напиток является запретным. Получается, пророк саллаллаху указал на причину. Если же там есть причина опьянения, то она является запретным. Итак, у нас есть основа, это вино, второстепенное, то есть частичный вопрос, это набиз. Мы смотрим на причину. Сходятся ли они в причине? Если они сходятся в причине, мы даем им одинаковый хукм, то есть запрет. И этим самым мы, баракаллаху фикум, нам становится ясным определение кияс ат-тард. Это подтверждение частичному вопросу тот же хукм, что есть в основе. Из-за его сходства с причиной, которая есть в основе. То есть, почему мы сказали, что набиз тоже является харам, является запретным, так как она сходится с основой в причине. То есть, она опьяняющая. Иншаллах, я думаю, это стало вам ясно, так как нет ничего трудного в этом. У нас идет потом кияс ат-тани, то есть второй вид кияса, это кияс аль-акс. Противоположный кияс. Определение хуа нафи аль-хукм аль-фар'и ли нафи иллати аль-асл фихи. Что означает, баракаллаху фикум, отрицать от частичного вопроса тот хукм, который есть в основе, из-за отсутствия в нем причины запрета, которые есть в основе. Еще раз, отрицать от частичного вопроса тот хукм, который есть в основе, из-за отсутствия в нем причины запрета, которые есть в основе. То есть давать противоположный хукм. К примеру, пророк саллаллаху сказал «Вафи буды ахадикум садака». И воистину в половой близости одного из вас есть вознаграждение. На что сподвижники удивились и сказали: «О посланник Аллаха, неужели кто-то из нас исполняет свою интимную нужду, берет за это вознаграждение?» На что посланник Аллаха сказал: «Араайтум лау вадааха фи харам, акяна лаху визрун». Сообщите мне, если же он выполнил свою интимную нужду запретным образом, был бы на нем бы грех, он взял бы за это грех. Таким же образом, если он выполнит свою нужду в дозволенном, то он берет вознаграждение. Этот хадис передал имам Муслим. То есть этим посланник Аллаха указал, что частичный вопрос, это половая близость,
дозволенным образом со своей женой, является в нем вознаграждение. То есть подобно тому, как в основе, то есть это у нас идет в основе прелюбодеяния, идет у нас грех, то в частичном вопросе у нас идет вознаграждение. То есть давать частичному вопросу противоположный хукм, который есть в основе. Это и есть баракаллаху фикум кияс аль-акс. Это и есть кияс аль-акс. И напоследок, баракаллаху фикум, как я обещал, прочитаю слова имама Ибн Кайима, и на этом наш урок закончится, иншаллах. Говорит имам Ибн Кайим в своей великой книге Аль-Алям Аль-Муаккиин, 2 том, 165 страница, о изучении правильного кияса, о достоинстве изучения этой науки, сказав: «Я не находил слов лучше, чем слова сподвижников, и до сей поры я не знаю ни одного вопроса, относительно которого сподвижники разошлись во мнении, не соответствуя киясу. Поистину, изучение правильного кияса от неправильного является великой наукой, и это может познать только тот, кто уведомлен о тонкостях и требованиях шариата, и те неисчислимые блага, которых он охватывает, и много других благ для рабов в мирской и загробной жизни, и той великой мудрости, и неограниченного блага, и совершенной справедливости, что кроется в нем. И совершенного справедливости, что кроется в нем. То есть кроется в шариатских ахкамах и также изучении правильного кияса от неправильного. Получается, что сподвижники, и как об этом сказал Ибн Кайим, до сей поры, то есть до его времени, он не находил ни одного вопроса, относительно которого сподвижники разошлись во мнении, и чтобы они не соответствовали киясу. То есть они соответствовали правильному киясу, как это делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И сподвижники, получается, делали кияс, и также делали имамы кияс, и это является великой наукой, как я сказал, что человек, изучая кияс, у него появляется возможность ставить все на свои места. С каждому вопросу дает свое, и каждому вопросу дает свое право. И не у него проявляется, баракаллаху фикум, возможность не смешивать между различными вопросами и также не разделять между схожими вопросами. Это и есть, баракаллаху фикум, сегодняшний наш урок. Аллаху муаффак, субханака Аллаху бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Вассаламу алейкум ва рахматуллах.